Кыргызстан ток-шоу «Откровенный разговор». Их работа и опасна, и трудна. Как несут свою нелегкую службу те люди, на плечи которых лежит ответственность оберегать граждан нашей страны. Сегодня в центре внимания доблестная милиция и все их проблемы, которые окружают их в быту. Об этом и многом другом мы поговорим сегодня в ток-шоу «Откровенный разговор». Добросовестный, надежный, работая не смотрит на часы. Не сомневайтесь, он не новичок. Человек твердой поступью шагает, как и положено в розыске. Убийства, разбои, грабежи. В фильмах раскрытие таких преступлений показывают красиво, а для розыска это обычная рутинная работа. Профессия оперуполномоченного уголовного розыска – одна из самых сложных и в то же время не публичных. Про оперов снято много фильмов и сериалов, однако они практически не отображают реальную работу милиционеров. Романтический ореол имеет мало общего с тяжелой, кропотливой и опасной работой. Опер – это постоянный стресс, физические нагрузки, адреналин и моральное напряжение. Тем не менее, оперуполномоченный изо дня в день, зачастую без выходных и праздников, продолжает бороться с преступностью. День длиною в человеческую жизнь. Именно таким он показался проведенный с оперуполномоченным ГУР МВД Мирланом Сыдыковым. Сегодня, в День кыргызской милиции, я бы хотел поздравить всех сотрудников и ветеранов органов внутренних дел, а также членов семей, но особенно сотрудников уголовного розыска, пожелать всем крепкого здоровья, успехов в работе и оперского фарта. Уважаемые коллеги, уважаемые наши ветераны, от имени Главного управления уголовного розыска Министерства внутренних дел Кыргызской Республики хотелось бы вас поздравить с Днем милиции, пожелать вам крепкого здоровья и благополучия. Почти за век их работа не изменилась. Они ловят тех, кто переступил закон, и находят тех, кто без вести пропал. Кто они? Сегодняшние современники оперуполномоченные. Сегодня старший оперуполномоченный по особо важным делам ГУР МВД Кыргызстана, подполковник милиции Мирлан Сыдыков, встречает этот вечер вместе с нами. Буквально недавно, 27 сентября 2016 года, вы изъяли огромное количество оружия. Да? Это было в парке имени Фучика. За незаконное хранение, попытку сбыта огнестрельного оружия, боеприпасов был задержан и арестован житель Бишкека Акыл. Боевые пистолеты, гранаты, самодельные взрывчатые вещества. Один из задержанных оказался причастным к покушению на убийство сотрудника Генеральной прокуратуры. Да, есть такое. Вот такое преступление громкое было вами раскрыто. Сколько времени понадобилось для того, чтобы вот так мобильно сработать? Примерно где-то с начала июля месяца мы эту группу разрабатывали. При проведении нами оперативно-розыскных мероприятий по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений, это тот отдел, в котором я работаю, нами было получено оперативное сведения, что на территории города Бишкек и Чуйской области орудуют и проживают преступная группа, которая занимается незаконным оборотом огнестрельного оружия. И в ходе реализации оперативных данных нами были установлены и задержаны более 10 человек, жителей города Бишкек, Чуйской области. Вообще сложный вот этот процесс, когда ты собираешь информацию, выявляешь, потом анализируешь, складываешь как пазлы? В принципе, он, можно сказать, да, сложный. Сложный, долгий, плодотворный процесс. В вашей работе какие качества вам помогают? Те же качества, как и у любого другого нормального человека. Вы же все психологи? Да, мы проходили подготовку, мы этому обучались. Ну а говорите каждый? Ну, не каждый, значит? Да, также у нас у каждого высшее образование, кто работает в этой службе. Проходили специальную подготовку, обучались, и жизненный опыт к этому подвел. А сколько вы вот в этой сфере? В этой сфере я работаю около 20 лет уже. Были такие мотивационные персоны, на которых вы смотрели и говорили, ну вот я мечтаю быть похожим на него? Кумиры у нас кто были? Все наши бывшие министры МВД, бывшие действующие министры МВД. То есть наше руководство. Прям все?
Ну, можно сказать, все. Вот сегодня у нас в студии в качестве эксперта легендарная личность. Это Маджид Нагашбаевич Кужанов. Он возглавлял вообще сферу уголовного розыска очень много лет. В чем разница сегодняшнего дня? Современная милиция и милиция того поколения. Сейчас сложнее работать. Почему? Потому что, сами знаете, со временем у нас, будем говорить, в то время, когда я работал, там население, в общем-то, в городе было, будем говорить, оно и небольшое было, там 350-400 тысяч было. Вот мы сейчас говорим даже не о количественности, ведь разница даже не в этом. Раньше была идеологическая программа, когда Советский Союз, советский народ даже ходили по улицам спокойно, тихо, могли в 12 часов выйти на улицу и никто не трогал. Может быть, поколение брошенных детей сейчас вот произносит свое какое-то слово достаточно нелицеприятное? Основная работа оперативника – получение информации, ее обработка и использование в работе. Вот и все. Вы говорите, что проходили психологическую подготовку, то есть вот этот базис, который обрели. Естественно, ничего не заменит опыта, да, когда ты в реалиях сталкиваешься с ситуативными какими-то обстоятельствами. Какое самое громкое дело, которое было за период вашей деятельности, оно, может быть, вот врезалось в память так, что у вас есть дети? Да, есть дети. Вы рассказываете Да. своим детям в том числе? У любого нормального человека у меня есть семья, дети. Нет, Правда, я работу понимаю. не смешиваю, я особо не рассказываю про свою работу. Вообще. Стараюсь не рассказывать. У вас сын есть? Да, есть. А вы хотели бы, чтобы он по вашим стопам пошел? Я об этом еще не думал. А сколько вашему сыночку? Еще маленький пока. Ну что, 3 года? Нет, лет 10. 10? Да. Ну, надо уже говорить, я думаю, да? Но сфера еще сложная. маленький, да, Вы еще. согласитесь с этим, что ваша сфера сложная. сложная? А сколько вы зарабатываете? В районе 20 тысяч часов. Хватает на жизнь? Ну, хватает. То есть мне не приходится там где-то коррупцией заниматься? Нет, коррупция не приходится. Выбивать признания, нет? Не приходится. Я вот знаю, артисты живут на 6 тысяч сомов, да? Как прожить? На 20 тысяч я тоже сомневаюсь, что можно прожить. У вас сколько деток? 3 детей у меня. А как вообще появилась идея, возникла, вот я стану милиционером? Идея, можно сказать, появилась случайно. После окончания 9 класса, приехав в город Бишкек вот, в 90-х годах, после 8 класса, как раз, помните, после Ошских событий в городе Бишкек шел комендантский час, и в городе Бишкек патруль шел, много милиционеров патрулировало. Видя их, у меня появилось желание, с тех пор я, наверное, себе в голове где-то у меня То мысль есть возникла. подспудно Ошские события, Да. патрульная служба смотивировали вас пойти в эту сферу? Ну, живя в селе, откуда я особо-то и милиционеров не видел. Приехав в город Бишкек, тут было на каждом, чуть ли не на каждом углу шел патруль, и видя их, как они были красиво одеты, как они красиво шли, у меня почему-то появилось желание. Мирлан, так как наша программа называется «Откровенный разговор», и мы на очень многие темы говорим без купюр, очень откровенно. Я откровенно говорю. Вот как вы считаете, вот чего не хватает вам непосредственно как работнику внутренних дел системы ГУРа? Вот, может быть, повышение зарплаты, может быть, какого-то оснащения. Вот сейчас же есть такая возможность сказать, что, может быть, какие-то технические приспособления у вас Правильно, должны быть. Да, вы заметили правильно. В принципе, все хватает. Единственное, усилить и повысить материально-техническое положение, и я думаю, все будет нормально. Из технического положения что? Из технического плацдарма? Ну, там очень много технических моментов есть, которые сейчас я бы не хотел бы оглашать. Ну, то есть этого все равно недостаточно. Откровенный разговор за чашкой чая «Алаказай». Благодаря бескомпромиссному подходу к качеству компания использует только верхние листья чайного растения. Это молодой, нежный и самый лучший чайный лист, из которого производится чай высочайшего качества. Ну а сейчас, друзья, я предлагаю посмотреть блиц-опрос на тему, чего не хватает милиции и, следовательно, поздравления в адрес нашей доблестной милиции. Ну, пусть они честно работают. Чтобы было меньше коррупции, ну и чтобы хорошо следили за всем. Пусть у них меньше работы будет. Зарплаты, наверное. Милиционерам не хватает, мне кажется, зарплаты, во-первых. Ну, во-вторых, совесть. Ну, в-третьих, здоровье всем. Я считаю, чтобы не было коррупции, не было обмана. Милиционерам не хватает дисциплины, как я думаю. У них нет, дисциплины, а так все нормально. Вежливости
другой стороны. А в третьей стороны еще бы вот желательно, чтобы они были более такие внимательны, действительно, именно к людям пожилого возраста, честно скажу. Почему? Потому что другой раз вот я, например, сама другой раз смотрю вот так, а у меня почему-то как-то вот мельтешит, я не могу пройти через дорогу. Допустим, как-то попросила одну. Я при исполнении я этого не делаю. Ну, хотелось бы, чтобы были более бы внимательнее. Ну, хочу пожелать им мужественности. Все-таки достаточно смелые профессии, очень ответственные. Ну и самое главное, наверное, крепкого здоровья. Удачи, хорошо работать, чтобы не возвращались домой в безопасности. 16 октября 2016 года в одном из жилых домов города Бишкек был обнаружен труп Улана с множественными признаками насильственной смерти. Из дома были похищены личные вещи убитого. При осуществлении оперативно-розыскных мероприятий, проведенных оперуполномоченным подполковником милиции Джунушбаевым Нурланом, совместно с членами опергруппы УВД с использованием фоторобота была установлена личность подозреваемого по имени Нурбек, уроженца Аксийского района Джалабадской области. Оказалось, что еще в 2015 был объявлен в розыск за совершение другого убийства. В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий, проведенных подполковником милиции Нурланом Джунушбаевым, в одном из новостроек Бишкека был этот человек арестован. Сегодня Нурбек Джунушбаев и этот вечер встречает он вместе с нами. Присаживайтесь. Убийство, оружие. Слушайте, какая сложная работа у вас. А вот как вот нервы не терять на такой работе? Как вы восстанавливаете? Нету времени отдыхать. Каждый день преступность. Каждый день убийство? Не каждый день убийство, но каждое убийство требует кропотливой работы. Каждое убийство для нас, у нас нету такого, что вот это убийство резонансное, это не резонансное. Все убийства для нас резонансны. Мы стараемся ко всем преступлениям относиться со всей душой, ответственно. Вот, Мирлану, я говорила о качествах характера. А как вы считаете, вот какие качества все-таки, я так поняла, что у вас отдел по убийствам, по сложным, да? Какими качествами должен обладать тот человек, который работает вот в вашем отделе? Они выбирают сотрудников, смотрят в нижних подразделениях, там есть тоже отделы по убийствам. Выбирают самых лучших. Должен быть человек хладнокровным, спокойным, уравновешенным. Конечно. Да, вот псих придет, да, среди милиционеров тоже же такие бывают эмоциональные. Привыкаешь, действительно привыкаешь. Хладнокровность здесь обязательно нужна, потому что мы в кратчайшие сроки по горячим следам стараемся сразу же в течение 3 дней эти преступления раскрыть. Но иногда сложные преступления мы стараемся, чтобы все преступления раскрылись. Я сейчас сводку читала по убийству Байсалова. Что можете рассказать? Благодаря чему было раскрыто? Это вот в сжатые сроки раскрыли преступление? Да, в сжатые сроки. Здесь действительно, не только отдел по тяжким преступлениям, здесь все сотрудники Свердловского района, Свердловского УВД, все сотрудники управления УРОС, мы все личным составом работали. По местности начали опрашивать. В ходе этого опроса мы установили, что, оказывается, именно наш убитый в тот вечер с каким-то неизвестным ходил. Да? Вот и вследствие чего составили фоторобот. По фотороботу уже свои соответствующие мероприятия провели и установили личность. Мероприятия оперативного характера провели в Джалабадской области, Аксийском районе. В ходе этого потом мы установили, где он прячется. А в ходе установления даже узнали, что он, оказывается, и с 2015 года в розыске находится за аналогичное же преступление. То есть тоже убийство? Да, тоже же убийство. А до этого он не сидел? Нет, до этого не сидел. Вот в 2015 году убийство совершил в бегах. И я не знаю, наверное, понравилось, наверное. 2-й раз совершил преступление. То есть вы считаете, что человек, единожды убивший, может, в принципе, очень быстро, да? Нет, пойти по этому пути? Здесь уже Или такого единого знаменателя нет? Нету такого, нет. В вашей работе очень много нюансов, очень много составляющих. Там должен быть какой-то симбиоз, да? Это должна быть команда прежде всего. У вас, тем, кто занимается, должен быть прежде всего аналитический ум. Каким образом специализируетесь? Какую переквалификацию получаете? И где это происходит? За рубежом? То есть есть ли возможность выезжать за пределы, получать опыт и каким-то образом совершенствоваться?
Потому что на одной и той же почве и плацдарме невозможно же выезжать всю жизнь. Или у вас по-другому? Нет, ну действительно, руководством органов внутренних дел действительно сотрудников для повышения квалификации направляют в другие страны с опытом. А вы побывали в других странах? Ну, лично я пока еще не был. Ну вот на вашем счету сколько раскрытий преступления? Мы не считаем, я не знаю, я не могу сейчас сказать. Ну примерно 10, 20, 40, 50. Возможно. Вы настоящий милиционер. Свидетельница по делу Байсалова сегодня у нас в студии. Я приглашаю Калубибю Байсалова. Тема печальная. Я поняла, что это ваш брат? Родной брат, наш единственный. Он такой тихий, сам по себе. Не было у него врагов, и ни денег, и должности, чтобы убить его. Кем работал? Самостоятельно заработал. А за что вообще убили? За что убили, вот нам потерять брата и убили так жестоко, мы очень так, горе наше. А за что у него не было врагов, ни с кем, даже он тихий сам по себе, и даже чимынды өлтірткен, даже он такой смелость у него не было. Ну вот хорошо, что наша доблестная милиция вот, так быстро сработала, что они очень оперативно это все сделали. Похоронили, второй день они нашли, нам объявили, что преступника нашли, он в бегах был, где-то скрылся. Сейчас его поймали? Да, сейчас его поймали вот в течение недели. Мы очень благодарны, наша семья, мы сестры, вот, наша семья, родственники им. Так, в обычной жизни мы так не сталкивались с милиционерами, оперативниками, То есть зацепиться практически не за что было? Да, не за что убил. Но нечем было прицепляться. Но вообще выяснили, подозреваемых по какому не поводу? было. Какова была причина убийства? Причина убийства абсолютно такая банальная. Просто он его ограбил, забрал 2 телевизора, микроволновку, чайник. Там мелочь. И продукты в холодильнике. А кто это? Это что, бомж? Нет, это не бомж. То есть это человек, который заведомо шел, да, целенаправленно на преступление, зная, что там будет микроволновка, чайник. Кстати, он в розыске. Или он рассчитывал, что это богатый человек? Ну, возможно, он искал эти деньги, но так и не нашел эти деньги. Действительно, у него, у нашего потерпевшего, убитого, у него до этого, оказывается, он попал в ДТП, он таксовал, машина на штрафстоянке была, то есть у него своих проблем хватало, он бегал. Может быть, деньги искал, но денег не нашел, нету. Забрал все, что есть. Кстати, он в розыске за убийство, аналогичное же убийство, там тоже мужчину по Соколовскому району, он также задушил, убил. То же самое, там забрал все его вещи. Вот я знаю, что в центре города 80-летнюю бабушку убили. Вот по такому же поводу? Да, вот знаете, вот 16 октября убийство происходит Байсалова. 17 октября на следующий день по улице Менделеева обнаружили труп пожилой женщины 35-го года рождения с признаками насильственной смерти. То есть буквально вот 16 и 17 2 убийства. Ребята... Но вы тоже быстро по горячим следам раскрыли? Да. Это... Я знаю, что свидетельница по этому делу, сноха этой 80-летней бабульки у нас сегодня в студии. Бабушке было 81 год. И вот так жестоко ее убили. Ужасно. Прямо что сделали? Порезали? Голову разбили ей. Побили голову, разбили твердым предметом. Она проезжала около сутки. Ну, убийца ранее судимый за кражу, уроженец Таджикистана, республики, но наш гражданин. Но он сосед был? То не сосед, вообще мимо никакого проходящий? отношения. Да, он мимо проходящий, просто заметил бабушку одинокую, что она живет там одна. И она и рекламу вывесила, что сдает комнату.
Ну, возможно, поводом явилось вот это, что А комнату вы с сдают. бабушкой не жили? Нет. То есть вы отдельно живете? Но вы навещали ее Ну да, каждый день? ну не каждый день, но А что, некому было жить с ней? она раньше с дочкой жила Так. вместе. А ну, сын это мой муж. Ну, мы отдельно живем. А дочка вот умерла, и она год как бы одна жила. И вот у нее были квартиранты, девочки до этого. А это вот я не знаю, что она. Почему То есть он она- втерся в доверие? Да. Он прожил там несколько дней? Нет. Или он просто Абсолютно. зашел, совершил убийство, да, и скрылся? Так, Нурлан? Да, Да, так получается получается. так. Но он там не жил. Нурлан, вот от чего бы вы уберегли, может быть, вот как предостеречь наших жителей? Потому что очень много ведь доверчивых людей. Нужно быть осторожным. Сейчас действительно время такое, что тяжелое экономическое наше положение заставляет молодежь с областей приезжать в город Бишкек. Да? В городе Бишкек работу найти трудно, А приходится это им чаще выживать. всего выходцы из регионов? Нет, ну не скажу, что прям выходцы. Просто я хотел бы сказать в том плане, что действительно вот до этого говорилось, что сейчас в плане чего работать тяжело, потому что в городе постоянных проживающих нету, постоянно место жительства меняет, все квартиранты. В этом плане работать тяжело, конечно, но необходимо быть бдительными, осторожно, действительно не помешает. Да? Не быть доверчивыми. Да, не быть доверчивым. Друзья мои, не будьте доверчивыми. И, пожалуйста, не пускайте в свой дом абсолютно незнакомых людей, иначе это может завершиться еще неизвестно как. В центре города Бишкек, по улице Первомайской, 6, в багажнике автомобиля был найден труп. Сегодня по этому делу, которое раскрыл Нурлан, у нас свидетельница Галия Абыкеева встречает эту кучу вместе с нами. Кого обнаружили в багажнике, это вам родственник, да, приходится? Это был Абыкеев Карабек, это мой девер. Я его уже знаю лет 25. Он был хорошим, трудолюбивым. Он всем родным и близким помогал. Кто вообще виновен в этом? Ну, виновных Это был сейчас- его друг. Виновных сейчас мы задержали, двое арестованы. Это близкий друг был? Да, друг. Он с ним все делил, его гости звал, даже родители всех. А на какой почве, в чем был прецедент? Он был, который убийство, много денег был должен моему деверу. То есть там были долговые обязательства, да? Да. То есть в этом была суть? Да. Смотрите, ребята так быстро сработали. Тоже быстро раскрыли? В течение которого времени? Нет, это Или долго? преступление 31 августа было совершено. Раскрыли мы ко дню уголовного розыска 3 октября этого года. Ну, это сравнительно Да. быстро, по Ну, сути. Или вы в принципе, привыкли так за 3 дня все? Ну, стараемся по горячим следам в течение 3 дней раскрыть. Ну, к этому преступлению действительно много времени потрачено было. Специалистов вашего уровня есть вообще наставники, которые, может быть, советуют, которые, может быть, раскрывают свои секреты? Ну вот как легендарная у нас личность сегодня в студии. Вот к кому вы обращаетесь, когда стопор возникает, когда вы в дедлоке? Вот дедлок, вы не знаете, что предпринять. Вот, казалось бы, какая-то неразрешимая задача. К кому обращаетесь? Нет, ну действительно, конечно, у нас совет ветеранов, состоящих действительно самых опытных сотрудников союзного времени, которых опыта очень много. Действительно, к ним тоже обращаемся, они по возможности помогают. С какими вопросами чаще всего? В этом плане я не знаю, как вам сейчас сообщить, но это все оперативного характера. Сейчас я не знаю, как это разногласия. Настоящий милиционер у нас в студии. Ветеран милиции, бывший старший уполномоченный УР УВД города Бишкека, бывший начальник отдела ГУР, подполковник милиции в отставке, в настоящее время арбитр Международного третейского суда, адвокат Сагын Умуралиев. Отличается не только профессионализмом на службе, но и оригинальностью в быту. Необычная коллекция фуражек за период деятельности в системе МВД. Сегодня Сагын Умуралиев встречает этот вечер вместе с нами. Спасибо большое. Первый это праздник Спасибо. всенародный, это вам. От Спасибо. имени всех сотрудников, пенсионеров. Спасибо. Я помню, что виделась с вами в Нью-Йорке. Да. Да, вы помните?
Да, У нас даже есть с вами совместное фото. Вы проходили там стажировку? Да, я проходил 4-месячную стажировку. В это время как раз я стажировался на юридическом факультете Колумбийского университета. И вообще это была моя 5-я поездка в Америку. Все 5 стажировок я проходил в Америке по 4 месяца, значит, в разных университетах Соединенных Штатов Америки. В целом изучили эту систему как здесь, так и в Америке. А в чем рьяные различия? Ну, видите ли, дело в том, что я также стажировался еще в британской полиции. Вот у меня вот сохранились фотографии, и, значит, наблюдал за деятельностью полиции Соединенных Штатов Америки. Ну вот здесь поднимался разговор о том, что вот наша милиция там, значит, плохо работает, плохо оснащена. Здесь не милиция виновата, здесь виновата государство, которое, значит, слабое, экономически слабое. Да, значит, в первую очередь здесь уже, по-моему, Мирлан или Нурлан поднимали вопрос о том, что слабая техническая оснащенность. Да, это вот это в первую очередь, потому что, будучи вот на стажировке британской полиции, потом наблюдая за деятельностью полиции вот в Соединенных Штатах Америки, потом я наблюдал за полицией, значит, в Венгрии, вот у меня фотографии, итальянские карабинеры. То есть вы такой извечный наблюдатель? Ну да, вот, например, береговая полиция на острове Гавайи. Вот посмотрите, даже вот видно, что техническая оснащенность, вот то, что нашим сотрудникам органов внутренних дел не хватает. Ну что вас удивило, Сагын? Удивило, ну, во-первых, опять-таки, я говорю, что, значит, техническая оснащенность и, в принципе, хорошая зарплата. Они мне, вот, особенно британская полиция, прям показали ведомости, поскольку они получали на тот момент, когда я там у них стажировался. Ну вот, зная ситуацию за пределами, за рубежом, и нынешнюю ситуацию у нас в стране, я всегда подчеркиваю, что наши ребята молодцы, потому что в таких условиях они еще и раскрывают преступления, очень мобильно срабатывают, да, работают при такой зарплате. Да, это вопрос правительства. Да, это необходимо пересмотреть на законодательном уровне уровень зарплаты, минимальную и максимальную. Но, тем не менее, когда я сталкивалась вот с этой системой за пределами, я видела, что настолько все автоматизировано, и они настолько, по сути, привыкли к этой комфортабельности, начиная от автомобилей, заканчивая всевозможным оснащением. Так вот, может быть, и с одной стороны хорошо, что наши ребята прошли такую школу совсем в иных условиях, таких экстремальных условиях, да, когда нет, допустим, этих же там ручек, диктофонов, там, системы слежки, что они вот сами... Нашим сотрудникам органов внутренних дел дать ту зарплату, которую получают вот в этих разных развитых странах, и ту техническую оснащенность, наши бы ребята гораздо бы лучше работали, чем даже они. Потому что я видел, как они там работают. Наши вот в таких условиях работают гораздо лучше. Поэтому... Я многократно говорю о том, что наша милиция доблестная, это герои-современники, потому что в таких условиях работать это еще не каждый выдержит. Сагын, я знаю, что вы собрали необычную коллекцию. Вот как долго приходилось собирать, сколько времени на это потрачено и чем вы были мотивированы? Ну, опять-таки, я начну с того, что я 2 месяца стажировался вот в британской полиции, и там они меня, знаете, вот там коллеги, которые со мной были, они сказали, что меня в британской полиции, вот в Вест-Мидлендском, встречали, как говорят, замминистра, на уровне зам. Настолько хорошо они отнеслись и настолько создали все условия. И в итоге я вот начальнику Вест-Мидлендской полиции господину Рональду Хатфилду подарил шахматы, а он, что, говорит, вам подарить? Я говорю, мне ничего не надо. Он говорит, нет, я должен вам подарить. Ну, тогда, хорошо, говорит, тогда подарите мне вот шлем констебля, британского полицейского. Он подумал, задумался, потому что это же часть униформы. Он говорит, я должен согласовать этот вопрос. Он согласовал и через 3 дня пригласил меня и сказал, в эксклюзивном порядке мы вам дарим часть униформы британского полицейского. И вот это отсюда у меня пошла идея начать коллекционировать полицейские, милицейские головные уборы разных стран. Съемочная группа побывала у вас дома, и я предлагаю взглянуть на экран.
Я, как пенсионер органов внутренних дел, выйдя на пенсию, я нашел себе очень интересное хобби. Дело в том, что некоторые, выйдя на пенсию, особенно сотрудники милиции, начинают злоупотреблять спиртными напитками или через 2-3 года там умирают, опускают руки и так далее. Я решил по-другому. Я решил коллекционировать головные уборы полиции и милиции разных стран. Например, вот начну, это милицейская фуражка еще советского милиционера с гербом Советского Союза. Это шляпа изготовлена из соломы полицейского американского университета. И эта фуражка полиция современной Германии. Значит, там пилотка, если вы видите, пилотка – это пилотка иорданского полицейского. Кроме этого, вот в центре находится шлем британского полицейского, которого мне подарил начальник Вестмидлендской полиции во время моей стажировки в Великобритании. Эту фуражку, это фуражка нью-йоркского полицейского, которую мне подарили в Нью-Йорке. И эта фуражка, она полицейская фуражка полиции Франции. Таким образом, я вот занимаюсь этим коллекционированием головных уборов и буду дальше продолжать. Сегодня в центре внимания доблестная милиция и лучшие сыны отчизны. Это понятно, что милиция нас защищает и стоит на охране нашей страны, граждан против всевозможных правовых проволочек. Кто защитит милицию? Если вдруг милиционер пострадал на месте раскрытия преступления, получил ранение, к кому обращаться? И в этом случае часто ли обращаются к вам непосредственно милиционеры? Обращаются довольно часто. Но в основе обращения это больше иски тех милиционеров, в отношении которых, к примеру, были незаконно в последующем, как уже было доказано, возбуждены уголовные дела, потому что когда в отношении милиционера возбуждают уголовное дело, к примеру, когда же он защитит свое достоинство, после этого он уже восстанавливается на работу. Вот в этих случаях, конечно, милиция уже обращается к адвокату. Хотелось бы, Ассоль, сказать по поводу, вот как резюмируя эту программу, да, то есть две основные проблемы в целом есть у милиции. Это техническое оснащение и финансовое благосостояние. Да? Их возможно решить. Вот хотели принять закон о милиции, как раз почему-то так и не приняли. Хотелось бы приравнять милицейскую службу к тому, что все-таки это работа в таких условиях, которая представляет опасность для жизни. Что бы вы посоветовали милиционерам, которые в этой гуще событий отдают столько нервов? Ведь это в какой-то степени сказывается позднее и на семейных взаимоотношениях. Они их приходят и привносят это все домой, да? Потому что, ну, где расскажешь, или где поделишься, или где, может быть, произойдет срыв? Естественно, на домочадцах. Что посоветуете? Вы правильно говорите, Ассоль. Я как жена офицера МВД и работника уголовного розыска прекрасно это знаю на примере мужа, на примере сотрудников. И я хочу сказать, что вот Рустам сказал две причины, я хочу дополнить третью причину. Это психологическое сопровождение личного состава. Есть психолог в поликлинике в МВД, но нужно вводить в штат, нужно учить личный состав офицеров управлять своими эмоциями, снижать агрессию, немотивированную очень часто. Потому что, вот смотрите, мы сейчас, зрители все слушаем, как нам тяжело это слушать. Про убийства, про различные правонарушения. А как жить этим мужчинам мужественным, сильным, ежедневно вот в этой сфере. Это громадная нагрузка. Вы что посоветуете? То есть на местах, непосредственно в каждом ведомстве, в каждой организации должен быть ведущий психолог, да? Да, или хотя бы для начала приглашать психологов, чтобы научить ребят расслабляться, управлять эмоциями и снимать агрессию. Вот очень многие мне жалуются работники, что немотивированная агрессия, которая потом выражается в семье. Вы правильно подчеркнули, что авторитет нашей милиции, да, он пошатнулся вот именно, когда вот беспорядки все начались, использование милиции где надо и не надо. Вот, и когда знают, что
потом меняется руководство страны, и все, и милиция остается крайней. А солдаты-то одни и те Да, же. поэтому, Генералы меняются. Поэтому и доверие и к милиции, и у милиции доверие к власти тоже сильно подорвалось. И поэтому это был период, когда очень многие ребята, в общем-то, может быть, и сменили профессию. Вот. Но я, например, уверен, что сейчас в уголовном розыске работают ребята, которые всей душой, они, в общем-то, и пришли работать в уголовный розыск, потому что это не потому что, как бывает там вот, вынужден прийти туда работать, а это просто по призванию, по зову сердца. Я предлагаю вообще коллегам задуматься на эту тему и помочь ребятам как-то вот укомплектовать и поднять статус, авторитет милиции нашей страны, потому что в складчину и вместе мы всегда сила. Я предлагаю сейчас перейти к самому приятному моменту. Данияр Рыскулов сегодня у нас в студии в качестве эксперта, и мы предлагаем вам наградить сегодня ребят. Такая приятная церемония. Приказом министра внутренних дел Кыргызской Республики за добросовестное отношение к служебным обязанностям и проявленный профессионализм в борьбе с преступностью в честь празднования 92-й годовщины образования Кыргызской Республики награждаются юбилейной медалью старшего оперуполномоченного по особо важным делам ГУР МВД Кыргызской Республики подполковник милиции Жанубаев Улан Жамузаев. То есть благодарности старшего оперуполномоченного ГУР МВД Кыргызской Республики майор милиции Батиков Алибек Алмубекович. Старший оперуполномоченный управления уголовного розыска ГУВД города Бишкек капитан милиции Болотбеков Акылбек Болотбекович. Почетной грамотой оперуполномоченный управления уголовного розыска ГУВД города Бишкек подполковник милиции Манапов Доромбек Азамбаевич. Нагрудным знаком отличник уголовного розыска старшего оперуполномоченного управления уголовного розыска ГУВД города Бишкек Токолдошев Чингис Жолтоевич. А также по просьбе и поручению Совета ветеранов оперативных служб Министерства внутренних дел Кыргызской Республики награждается медалью «Боевое братство» подполковник милиции в отставке Омралиев Саным Чепашевич. Товарищ полковник, для получения памятной медали подполковник милиции в отставке Омралиев прибыл. Поздравляю вас. Спасибо. От официального партнера ток-шоу «Откровенный разговор» по традиции презент и вам, и всем нашим экспертам от компании «Алаказай». Милиционер – это не профессия, а призвание. Сегодня в центре внимания были лучшие сыны отчизны. Давайте будем их ценить, ведь они герои-современники. С вами была я, Ассоль Молдакматова. Ровно через неделю мы продолжим откровенный разговор.